Коми взяла шефство над городом Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба. Он посетил Луганск и подписал с мэром города Ровеньки Андреем Рубанцовым соглашение о сотрудничестве. В основу документа вошли принципы договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Коми будет содействовать восстановлению экономики города, инфраструктуры, развитию социальной сферы. Ключевые направления – подготовка к отопительному сезону и учебному году, а также помощь в восстановлении соцобъектов. Владимир Уйба убежден, что сотрудничество будет многолетним и затронет разные сферы. С этого момента начинается непосредственно практическое шефство Республики Коми над городом Ровеньки Луганской Народной Республики. Город нам очень близок, это шахтерский город, город, где добывают антрацит, известный всему миру. В этом смысле мы очень схожи между нашей республикой и городом Ровеньки. Подписали мы сегодня соглашение с главой города Ровеньки, мэром Рубанцовым Андреем Викторовичем. Соглашение в первую очередь имеет приоритетное направление. Приоритет – это подготовка города к отопительному зимнему периоду. Инфраструктурная подготовка – это в первую очередь ЖКХ, котельные, далее это детские сады, школы, это учреждения здравоохранения, поликлиника, стационар, ну и в том числе дорожная сеть. Хочу сказать, что, конечно, на этом приоритетном первом шаге наше сотрудничество не заканчивается, это будет долгосрочное. Я думаю, что многолетнее, если не десятилетнее, я на самом деле считаю, что это на перспективу сотрудничества, которое затронет очень много сфер. Это и спорт, это и культура, это и образование, это и здравоохранение. У города Ровеньки очень богатая история. Ну, об одной из страниц этой истории в Российской Федерации знают, я думаю, практически все, потому что в феврале 1943 года в лесу близ города Ровеньки были расстреляны герои-молодогвардейцы. Это Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин, Дмитрий Огурцов и Семен Остапенко. Их имена сегодня носят российские улицы, школы, в том числе и в нашей республике, в Сыктывкаре, есть школа имени Олега Кошевого. Здесь тоже вот такая прямая связь между городом Ровеньки и нашей республикой. И хочу подчеркнуть, что вот эта работа, которую сегодня мы вот этим соглашением подписали, ведется во всей стране, во всей России. У каждого сегодня субъекта есть также подшефные города и целые районы. И это на самом деле очень важно. Почему? Потому что вот у меня за спиной это памятник, колокол, который поставлен на месте жертв артналета. Непосредственно вот в этом месте, прямо на этой площади, был артналет и погибли люди. И это сегодня, к сожалению, вот такая вот трагическая обыденность, если можно сказать, с чем сталкиваются мирные люди. И это, конечно, недопустимые вещи, когда нацистский режим Киева бомбит мирные города, убивает детей, матерей, убивает стариков, абсолютно неповинных людей. А если посмотреть вот рядом, это еще один памятник уже нашим журналистам, российским журналистам, которые точно так же в 2014 году приехали показать, как идет гуманитарная помощь России луганскому народу. И точно так же в этот момент был такой варварский минометный обстрел, причем понятно, что там собрались люди, которые получали эту гуманитарную помощь. И вот это, знаете, это самый верх цинизма, когда знают, что будут убивать мирных людей, которые пришли за хлебом,
и в этот момент нанести удар. Именно вот такой из-под тишка, так делали только фашисты, и вот точно так же действуют сегодня и неонацисты. Поэтому, конечно, поддержка и Ровенькам, и Луганской Народной Республике сегодня крайне важна. И считаю это делом чести и нашей республики, и наших жителей. Совершенно точно мы эту помощь делаем абсолютно бескорыстно, абсолютно от всего сердца. И вот этот сегодня призыв и лозунг, что мы своих не бросаем, мы не только на словах это делаем, мы делаем это делами, конкретными делами. И точно совершенно, будьте уверены, уважаемые жители Луганской Народной Республики и жители города Ровеньки, сегодня будет праздник, День города в Ровеньках. Я об этом еще на встрече с жителями города Ровеньки скажу, но точно совершенно передам самые близкие, самые добрые отношения жителей Республики Коми и вот такие конкретные дела, которые мы начинаем сегодняшнее соглашение.